Олег Алексеевич, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Сегодня страна отмечает юбилей первого президента. Вы один из тех людей, который хорошо знал Владислава Ардзинба. Интересно узнать, при каких обстоятельствах вы познакомились еще в 80-е годы, насколько я знаю. Ваше первое знакомство тогда произошло. Речь – это выдающаяся личность. Тут много высокопарных слов говорить не надо. Это действительно лидер нации. Действовали мы все вместе. Он имел очень хорошую команду в лице Верховного Совета первого созыва. Вот я недавно просматривал список депутатов Верховного Совета первого. К сожалению, из 35 уже 10 нет. Олег Алексеевич, ну, до Верховного Совета вы еще раньше познакомились с Владиславом Мы-то Григорьевичем. познакомились в 80-м году. Познакомились мы в очень интересной обстановке. Это были Московские Олимпийские игры. И вот я входил в судейскую бригаду по боксу. Проходило это все в комплексе Олимпийский. И ко мне подошел один капитан милиции, говорит, там вас вызывает один молодой человек. Я подошел, и ко мне подходит человек и говорит, меня зовут Владислав Ардзинба. Я учусь, я говорю, я знаю, я, говорю, тоже про вас все знаю и так далее. У меня, говорит, просьба, которую сформулировал Андрей Михайлович Джергени. И мы, говорит, написали, там был серьезный вопрос один. И я ему говорю, может быть, ты пойдешь, будешь смотреть бокс, а можно? Я капитану говорю, это со мной, да. И я его повел, и он сидел с судьями международной категории весь день. И больше всех кричал, когда выступали наши советские боксеры. Вот тогда мы познакомились. Какое впечатление тогда первое у вас сложилось? Вот, первое впечатление очень такой отзывчивый, очень внимательный человек с такими проницающими глазами, и, который умел слушать. Очень хорошее, серьезнейшее впечатление. Потом мы встречались некоторое количество раз, а в 85 году мы с разницей где-то в 1,5 месяца защищали докторские диссертации. Я в Новосибирске, он здесь. И, во время защиты он мне подарил свой автореферат, и вот с такой надписью. Дорогому Олегу Гварамя на добрую память. Да, это 19 декабря 1985 года. И это как раз тоже фотография тогда того времени, да, когда мы оба защищали диссертацию. Когда возникла ситуация с директором института, Абхазского института, были разные предложения и так далее, но я один из тех тоже, которые сразу же поддержали эту кандидатуру Владислава Григорьевича. И в 1986 году он стал директором Абхазского института. В 1988 году меня избрали ректором Абхазского университета. Приезжал первый секретарь ЦК Компартии Грузии, который объявил, что бюро ЦК, тогда такая система была, принял решение о том, чтобы баллотировать в академики Грузинской академии Владислава Григорьевича и меня. Но наступили времена, 1989 год, разделение по национальному признаку коллектива и так далее. Очень большую работу тогда проводил Владислав Григорьевич, потому что в 1989 году он стал народным депутатом СССР. Кстати говоря, я тоже баллотировался в народные депутаты СССР. Более того, на встрече с избирателями филармонии мой, как говорится, конкурент
недавно ушедший из жизни Борис Аркадьевич Лапин сказал: после всего, что я услышал, я вас прошу, все голосуйте за Олега Алексеевича. Борис Аркадьевич, великий ученый. А с чем было вот связано его такое решение тогда? Да, Почему он так? конечно. Я бывший боксер, поэтому там никогда не хныкаю. Ну, проиграл. Правда, проиграл абсолютно нечестно. Ну, а сколько раз это бывает и в спорте, и в жизни, и так далее. Ну, проиграл. В 1989 году я, значит, по звонку Владислава Григорьевича приехал в Москву и позвонил Светлане, его супруге, и говорю: где Слава? Она говорит: там проходит съезд учредительной межрегиональной депутатской группы у Никитских ворот, вот он там находится. Я пришел, еще как раз не то перерыв был, не то, в общем, не было никаких докладов. И я прохожу мимо первого ряда. Смотрю, сидит Ельцин Борис Николаевич. Да, и он вдруг встал и говорит: ну как у вас дела? Я говорю: очень тяжело, Борис Николаевич. Ничего, держитесь, поможем. Потом, когда я это все пересказал Владиславу, он говорит: он тебя с кем-то перепутал. Да. Я говорю: ну не знаю, ну по крайней мере. У вас это как-то приятно. Воодушевило. Да. И проходит, значит, время, он сюда направляет по его просьбе, значит, из Генпрокуратуры люди, из значит, числа народных депутатов и так далее. Очень, очень большая работа была проведена. И в итоге, по предложению Айтгалера, тогда Сережа Шамба был руководителем Айтгалера, Владислав поддержал, и я поддержал идею, что, знаете, хватит идти на поводу ситуации, давайте начнем учебный процесс. И мы начали учебный процесс. А что в студенческой среде происходило? Ведь студенчество и преподавательский состав тоже активно в национально-освободительном движении участвовал. Вы знаете, даже были среди грузин те, которые это не одобряли. Но национальное, так сказать, движение, националистическое больше, можно сказать, и так далее, даже приходили ко мне и как-то чуть не плача, говорят: мы не хотим всего этого, но вот происходит то, что происходит. Неважно. Мы начали учебный процесс. Несмотря на то, что даже кровь пролилась, когда пытались проводить вступительные экзамены, значит, филиал Тбилисского университета, он все равно был создан. Некоторое время мы параллельно работали, ну а потом наступил 92-й год. Но до этого, в 91-м году, народ наш, на самом деле, я говорю не потому, что сам был депутатом Верховного Совета этого, он поштучно выбирал тех, которые должны были стать, значит, законодателями. А тогда это был Верховный Совет, он воплощал в себе не только законодательную работу, а еще и исполнительную власть. И мы, конечно, избрали Владислава Григорьевича, что потом много раз становилось препятствием на пути работы этого Верховного Совета. Вот грузинская депутация все время ставила вопрос: значит, уберите его, он доведет до войны, там, ну, и так далее. Олег Алексеевич, а вот абхазская, так сказать, коалиция вот в этом Верховном Совете, какие консультации вы вне вот этих заседаний отдельно проводили, где, может быть, Владислав Григорьевич присутствовал? Что происходило за закрытыми дверями, когда вы отдельно, депутаты абхазской вот группы, совещались? Таких моментов было много. Но ни тогда, ни сегодня вам я не скажу всего того, что происходило. Потому что это особая, так сказать, грань деятельности, значит, парламентариев. Есть вещи, которые даже по прошествии времени
даже после того, как мы друг друга врагами называем и так далее, говорить не надо. Надо двигаться вперед. Вот. Поэтому, ну, были такие моменты. Вот я помню, когда грузинская депутация встала и ушла. Несколько дней, значит, не было заседания Верховного Совета. Мы с Олегом Домения пошли, значит, и вернули. Удалось, удалось. Надо было говорить с людьми. Говорили. А Владислав Григорьевич какую роль вот в этом выполнял? Он брал на себя... Владислав Григорьевич виновен в том, что он слишком умный, слишком мужественный и слишком порядочный человек. В этом была его вина. Я немножко забегая вперед скажу, что 3 сентября на известном совещании, которое проводил Ельцин, значит, грузинская делегация, абхазская делегация, северокавказские значит, республики тоже руководители участвовали. Я тоже там был и видел, насколько, ну, это весь народ наш видел по телевидению, значит, что там на самом деле происходило. И как раз в это время, значит, я был у ректора Московского университета, президента Евразийской ассоциации университетов Виктора Антоновича Садовничева, который первый из всех, кто отзывался об этой войне и говорил, что надо прекратить ее и так далее. Это был президиум Евразийской ассоциации университетов. И вот я взял это письмо от Виктора Антоновича и передал, и это по телевидению показывали российскому, значит, передал Егору Гайдару. Он сказал: сегодня Владислав после всех этих событий будет у меня, мы будем обсуждать и этот, так сказать, это предложение. После этого совещания было другое совещание в более узком кругу, в котором участвовали Владислав и Шеварднадзе, Сигуа, там с нашей стороны Озган и так далее. И я тоже там присутствовал. И, вы знаете, шло обсуждение вполне нормально. Ну и вот один депутат от грузинской фракции нашего парламента, Верховного Совета, все испортил. Он там налетел на Владислава, а он такие вещи не терпел. Он сказал: ну понятно, вот видите, и вы хотите, чтобы мы вам поверили. Владислав вот эти слова сказал, и мы встали и ушли. На всех форумах, где проходили судьбоносное обсуждение ситуации в Абхазии, Владислав Григорьевич очень большую роль играл. Он был очень сильно подготовлен. Он понимал с полуслова людей, которые оппонировали ему. Вот его сама ситуация заставила настолько мобилизоваться, чтобы отдавать отпор этим людям, что он, как говорят в боксе, имел всегда явное преимущество. Таким человеком, конечно, надо родиться. И наше счастье, что это мы имели вот такого руководителя. И я не скажу, несмотря на то, что сегодня день рождения Владислава и так далее, что все всегда было правильно сделано. В любом деле есть такой метод. Метод проб и ошибок. Он обязателен. И главное – результат. Работа на результат. А результат – это то, что мы имеем сегодня, но никак не можем распорядиться тем, что наш народ сам нам принес во главе с Владиславом. Как-то я захожу к нему, и он говорит: поехали со мной.
на гумисту. Приехали. Значит, огромный рефрижератор. И еще на прицепе 3 таких же. Бензина мало было, и вот первый выдум полно нагружен, значит, то, что уже украли, как говорится. И Владислав говорит: остановись! А там вот такой мордоворот высунулся, говорит: что хочешь? Он говорит: я Арцембе. Ну, знаю. И что? Когда я в окопах гнил, вы все молчали, я делаю, что хочу. Знаете, и Алик Чач говорит: Владислав, не надо, поехали. Мы вернулись в Гудовуту, и Владислав говорит: ты видишь, что происходит? Я говорю: ну это естественно. Это все. Ты не помнишь, говорили, значит, когда грузинские войска наступили, там город захватили, говорят, им нужно 3 дня для того, чтобы насытиться и так далее. А это мы были уже на 10-й или 15-й день даже. Он говорит: эту ситуацию не остановишь. Мы сейчас, если будем по закону действовать как положено, я боюсь, что мы внутри сцепимся. И вот он за голову вот так вот держался. Я говорю: Слава, не переживай. Потихоньку, потихоньку все станет на свое место. Но вот эта вседозволенность потихоньку, потихоньку перешла во что? В привычку. Но растет хорошая молодежь. Нам ее надо не зомбировать, не кричать там фас на кого-то. Нет. Нам нужно сделать все, как Владислав много раз говорил, и мне лично говорил, и при встречах со студентами говорил. Вы знаете, вы держите голову выше. Вы народ-победитель. Вы. Он никогда не сказал я. Да. Олег Алексеевич, вот мне бы хотелось к периоду военному вернуться. Насколько вот роль личности вот сыграла решающую роль в этой войне? Вот насколько именно то, что Владислав оказался во главе вот этого национально-освободительного движения, предрешило судьбу грузино-абхазской войны, вот этого конфликта? На этот счет многие высказывались. И, скажем, тот же Андрей Михайлович Джергени, он прямо писал, что я думаю, что если не Владислав Григорьевич, то мы бы не смогли, по крайней мере, в тот промежуток времени, в который шла война, надеяться на что-то. И тем более, когда руководство России действовало, мягко скажем, не политика. не за нас, да, и так далее. Это верно. Но роль личности в истории, всегда это понятие подвергается анализу. Если по-настоящему, так сказать, вот, внимательнейшим образом это изучить, то, я думаю, будет однозначный ответ, что, конечно, во время и в нужном месте был Владислав Арцембе. Это правда. Это чистая правда. Но смотрите, как нам помогли добровольцы, как нам помог сам народ наш, не только абхазский, а народ Абхазии, начиная с молодых ребят. 23 августа Владислав Григорьевич пригласил меня и говорит: ты с Андреем Михайловичем Джергени летите в Москву. Это после войны было? Нет, 23 августа после начала 92 года. Мы были в Гудовутах. Да. И я его спрашиваю: цель? Ну, говорит, у тебя там полно знакомых, очень много, значит, ученых. Первое, в первую очередь в МГУ. Второе, ты с Фазилем Абдуловичем поедешь в Берлин для того, чтобы ты там тоже работал. Фазиль Абдулович известнейший писатель, у него тоже там много друзей.
Вы должны там рассказать правду о том, что происходит в Абхазии, что на самом деле происходит в Абхазии. Потом будут там много встреч различных, надо в них тоже участвовать. То есть он дал конкретное задание. Нас встречал Игорь Ахба на аэродроме Жуковский, а мы прилетели на военном самолете из Бомбор. Еще такой момент. Я сейчас фамилию не буду называть, но был приглашен очень известный правовед-международник, который давал экспертизу документу, который назывался «Геноцид абхазского народа». Мне тоже как математику давали прочитать, чтобы, может быть, где-то лишние слова или, может быть, повторение мысли и так далее. На квартире у одного абхаза, это все происходило в центре Москвы, были встречи вот с итальянскими журналистами. Очень много встреч было различных. Я вот сейчас вот вспомнил, встреча была с зампредседателя Совета министров Грузии Кавсадзе в Доме журналистов в Москве. Значит, идет это заседание, ему задают вопросы, он там, вот мы, значит, защитить, значит, железную дорогу, поэтому там и прочее, всех хохочет. В это время крик. Заходит Валерия Ильинична Новодворская и кричит: «Свободу изидячания!» А Кавсадзе говорит: «Кто такая изидячане?» «Вы прекрасно знаете, кто это. Это патриот». Я, в общем, таких встреч было очень много. Те военные годы и первые послевоенные годы, когда Абхазия была в жесточайшей изоляции экономической, политической и так далее, давление колоссальное оказывалось на Владислава. Вот как он выдерживал это давление? Вы могли его видеть и вне официальных встреч? Много раз видел, много раз слышал в его голосе страшное напряжение, но голова у него работала сильно. Он просчитывал наперед. Вот я скажу сегодня вот так, к чему это приведет. Вот когда он 3 сентября подписывал вот этот документ итоговый и так далее, у него руки дрожали. Но он сказал: если бы не подписал, было бы хуже. И это правда. Вот когда он возвращался и давал интервью Руслану Хашик в самолете, вспомните, он был абсолютно прав. И даже самые близкие, те, которые, скажем, Джаримов, да, Аслан Джаримов, который поддерживал Ислам, он тоже сказал: Владислав, надо подписать, надо будет, это будет хуже. По крайней мере, он сказал, Джаримов, может быть, это выигрыш времени. Но никогда я не видел, чтобы он, так сказать, публично там пролилась слеза. Вот даже когда хоронили в Гудауте тех, кто погиб в вертолете, Владислав, я-то стоял весь уже мокрый от слез и так далее, Владислав. Значит, это не потому, что он какой-то зверь, не понимает, что происходит. Нет, он уже думает о том, что сделать и так далее. Он собирался, у него дух был такой. Кстати говоря, один, я не помню, не то осетин, да, во время войны давал интервью абхазскому телевидению, он сказал: вот этот волос даже может стать стальным, если у человека есть дух. У Владислава всегда был дух. Обижались на него? Да, обижались, конечно. Они виноваты в том, что они обижались на него? Нет, это жизнь. Когда я шел 26 ноября 1994 года на заседание Верховного Совета, я не знал повестку. Я думал, что мы будем обсуждать поправки к тому проекту Конституции, который был представлен. А я прихожу, мне говорят:
Никакого обсуждения. У меня 22, у меня даже есть этот вариант, где 22 различных. И, между прочим, это в основном те поправки, которые мы никак не можем принять. До сих пор. До сих пор это распределение полномочий властей и прочее, прочее. Понимаете? Это не потому, что, вот еще раз скажу, не потому, что я там какой-то политик, лучше всех знаю. Нет. Когда Владислав Григорьевич был директором института, и я должен был стать, значит, депутатом Верховного Совета Абхазии в 1988 году, меня пригласил Борис Викторович Адлибай и говорит: если ты не против, ты должен, да, вот твой предшественник, ректор, он депутат у нас по партийной, так сказать, номенклатуре, ты должен быть. Но если ты не против, мы потом тебя сделаем депутатом Верховного Совета Грузии, а сегодня мы Владислав... Борис Викторович, я не хочу ни туда, ни сюда. А Владислав я двумя руками поддерживаю. Вот так он стал депутатом Верховного Совета Абхазии. Когда эти нити, так сказать, напрягаются до того, чтобы стать стальными, нужна воля, нужен дух и так далее. И нужны знания. Так вот, я начал эту мысль. Владислав мне, когда я ему сказал: слушай, я математик, мне некогда будет этим заниматься. Ты думаешь, что мы тебя только одного туда, в Верховный Совет? За тобой целый коллектив, юристы, экономисты, да все. Вот ты грамотнее всех, они тебя подготовят, и ты будешь... И, между прочим, он был прав. Много раз эту личность надо не просто вот ценить, а учиться. Мои студенты, преподаватели, историки особенно, должны наследие Владислава изучить как следует. Здесь есть чему поучиться и тем, которые собираются быть руководителями Абхазии, и тем, которые будут служить нашей Абхазии с тем, чтобы, так сказать, нас по-настоящему, как говорится, признали. Я лично Владиславу, лично, не так уж много чего-то, так сказать, вот сделал. Есть некоторые моменты. Например, во время войны, значит, это начало войны, Мадина, его дочка Владислава, она училась на историческом факультете МГУ. И мне он сказал: слушай, там можно будет поговорить в МГУ, чтобы ее перевели на индивидуальный график, и я за нее боюсь. Да. Но я решил этот вопрос. Да. Значит, была такая опасность. Угрожали Конечно, ли не только конечно. ему, но и его семье? Дочка Владиславу, да, была такая ситуация, да. Теперь, когда после войны, значит, были выборы в Академию, значит, Адыгскую международную академию наук, я представил, значит, я говорю, я вот предлагаю Владислава Григорьевича, мне не дали ни одного слова сказать. Я хотел зачитать. Он автор, так как зал встал и говорит: не надо нам, встал, начал хлопать весь зал и говорит: не надо нам ничего зачитывать. Все, мы единогласно, все, значит, и так далее. Конечно. То есть его авторитет не только внутри страны, но и... Очень большой авторитет у Владислава был, на самом деле. Без всяких приукрашиваний, знаете, вот такие высокопарные оценки, когда говорят: вот известнейший там и так далее. Это напоминает иногда, как вот, помните, известный Буба Косторский, вот примерно такой. Да. Олег Алексеевич, еще бы хотела вспомнить период вашей совместной работы, когда вы были в составе Кабинета министров. Какой-то период вы министром образования тоже были назначены при Ардзинба. Да, вот тогда ваша совместная работа как проходила? Да.
в это время я несколько раз встречался с Владиславом, уже со здоровьем было не очень. Он очень переживал за то, что делается в Гальском районе. Вот, говорит, мы там должны коренным образом, вопрос образования, да, в Гальском районе. Он меня всегда старик называл, старик. Вот это продумай. Мы подготовили проект. Мы, это вот я и мои заместители. Я никогда не говорю, я сделал это. Если я подписал, это не значит, все это я сделал. Люди делают. Вот. Сделали это. Второе, очень хороший закон, значит, о сельском учителе. Да. Как его поддержать. Мы провели во всех районах педагогические советы, так скажем, вот, научные, практические конференции с приглашением учителей. И я подготовил съезд учителей. Вы представляете, до сегодняшнего дня, сколько времени проходит после войны, ни одного съезда учителей в Абхазии не проведено. Когда Владислав Григорьевич поддержал эту идею? Конечно, конечно. Он поддерживал, но я думаю, что если бы вот не эта вот ситуация с ним и так далее, вот таким был бы он в это время, как мы знаем Владислава, даже некоторые говорят, вот если бы он ушел тогда, когда закончилась война, он бы там и прочее, прочее. Вы знаете, голова его нужна была и после войны. Может быть, не на такой длительный срок, но она нужна была. Это голова, которая умеет анализировать, у него аналитика прекрасна, блестящая память. И так далее, и так далее. Можно было удивляться, какие малейшие детали он, так сказать. И вот мы начали, вот когда говорили с учителями и так далее, как они буквально плакали. Спасибо вам огромное, что вы вспомнили нас и так далее. Сегодня надо поднять статус учителя. Я уже 15 лет минимум пропагандирую, что национальной идеей у нас должно стать образование. Владислав это поддерживал. Владислав Григорьевич человек науки, да? В его лице Абхазия обрела лидера, но наука, как вы считаете, потеряла? Хотя он успел проработать и в науке, и есть достижения, но если бы он не согласился тогда возглавить национально-освободительное движение, остался бы в науке, смог бы, может быть, он сделать еще больше для абхазской науки? Ну вот рыбака, если заставлять там что-то другое делать, он все равно придет и найдет время удочку забросить, правильно? Вот точно так же Владислав, несмотря на такую перегруженность, он всегда думал, значит, вот сделать то-то, то-то. Он говорил, Господи, какой огромный материал имеется в виду. Вот, когда говорят вот про эту тему, вы посмотрите. Вот, конечно, если бы он не был, так сказать, вот в той ситуации, в которую попал, так скажем, да, он сделал бы во много раз больше, чем сделал. Вот 3 тома трудов, да, мы сегодня имеем, а имели бы, наверное, не менее 10-15. Это 100%. Но вот я про это и говорю. Ну, хорошие ребята оканчивают, в том числе и наш университет. Историки есть очень хорошие. Дорогие мои, непочатый край работы. Послушайте интервью Владислава, где он говорит о науке, о своей науке. Да. Вот, чем он занимался, сколько всего и так далее.
И он абсолютно прав. Знаете, если бы в математике вот такое происходило бы, значит, то сказали бы, не ученик виноват, а учитель. Пусть делают выводы. Олег Алексеевич, ну сейчас, когда вы Владислава Григорьевича вспоминаете, что в первую очередь вам вспоминается, что в первую очередь приходит вам в голову, какой образ? Нала, хороший вопрос. Ты сейчас удивишься. Я всегда смотрю на людей вот с таких позиций, как они относятся к детям. Владислав Григорьевич всегда говорил про маленьких детей: эти мои зайчики. Это вся его семья знает, мы его друзья знаем. Зайчики, зайчики, я даже ему много раз говорил: Слава, там один зайчик пришел, да-да, давай его сюда. Вот как относится к детям, как относится к женщине, как он относился к своим родителям, к тете Наджии, дяде Грише. Это учителя прекрасные. Во многих интервью он говорил: я обожаю своих родителей. Вот эта человечность его для меня при оценке, вот, при ответе на тот вопрос, который задала ты, на первом месте. Надо быть человеком, а потом все приложится. Сама природа тебя выведет на те, так сказать, позиции, о которых ты мечтаешь. Олег Алексеевич, ну все, кто его знал, отмечают, что в нем удивительным образом сочетались интеллигентность, образованность и апсора. Вот. Апсора и по-абхазски говорят агуарь. Это абсолютно точно, да. Сочетались в нем вот такие качества и качество настоящего мужчины, человека слова. Он страшно переживал все эти последние годы. Но он не стеснялся того, что в такой он ситуации. Он так смотрел вот такими глазами, говорит: вы же понимаете, я в такой ситуации, потому что я о вас беспокоился больше, чем о себе. Вот что происходит. Вы помните вашу последнюю встречу с ним? Конечно, с Владиславом помню. Григорьевичем? Да, помню. Из Гудаут приезжали, пели у него дома и так далее. И после того, как они уехали, я спрашиваю: Слава, наверное, тебя подняли, так не говори. Говорит: ты знаешь как, ой, молодцы. Он мне запомнится, как я уже говорил, человек, который в себе держит вот эту обиду, вот эту грусть и так далее в себе. Вот это всегда хуже, когда выплескивается боль, когда на глазах все это видно, когда в движениях человека это видно, он более защищен. Царствие ему небесное. Мы, конечно, должны очень хорошо все помнить, что сделал этот человек для нашего народа. Какой пример он многим малочисленным народам показал, будучи членом Верховного Совета СССР, когда по автономиям решались вопросы. Его выступление вот на съезде народных депутатов СССР вехи того, чего забывать нельзя. Ребята подрастающие, они должны не вот так вот наизусть выучил стихотворение, не зная смысла, вот он говорит это, нет. Пусть он плохо декламирует, но он понимает, о чем идет речь. Вот это 1000 раз важнее. Вот этому надо нам учить своих зайчиков, как говорил Владислав. Да. Олег Алексеевич, возвращаясь немного к послевоенным годам,
Когда университет открывался, это же были тяжелейшие, экономически тяжелейшие годы для Абхазии. Как он открывался, какую поддержку, возможно, Владислав оказал вам тогда? Как он вообще считал, насколько это важно, вот это студенчество воспитать? Владиславу Ну, кадры стране нужны были. Я не могу сказать, что ему было не до университета там и так далее. Нет, конечно, он настолько был занятый человек. Единственное, он мне говорил: старик, я тебя прошу, у тебя полно связей в России и так далее. Ну вот как-то надо выжить какое-то время, потом я вам обещаю, что я приду в университет и скажу: вот мы, это тоже было. Мы выживали, нам помогали. Наших ребят брали в разные вузы, я уже МГУ сказал, потом начались другие, Башкирия, Татарстан, Северокавказские республики, их университеты и так далее. Потом к нам стали приезжать оттуда, вот северокавказские ребята, на учебу к нам. Мы привыкли к трудностям, мы закалены в трудностях. Мы будем двигаться вперед. Никакого сомнения в этом нет. Олег Алексеевич, подводя итог нашего сегодняшнего интервью, наследие Владислава Григорьевича, как, во-первых, сохранить, и как этот урок, который он, и опыт, который он нам всем преподал, вот как его усвоить, и как дальше вот эти идеи, которыми он вдохновлялся, ради которых он жил и ради которых он умер, дальше развивать. Идеи патриотические, сохранения абхазской государственности. Да. Я просто удивляюсь, когда некоторые говорят, что там, вот он не успел, не хватило времени там, и прочее, и прочее. Я не знаю, может быть, это неправильно я говорю, то есть я не имею права так говорить. У меня времени нет на то, чтобы распыляться по каким-то мелочам и так далее. Если в течение года какая-нибудь статья, пусть совместная там и так далее, пусть семинар где-то международный, если этого не будет, какой же я ученый, математик, да? А меня удивляют люди, которые говорят: вот это я не смог сделать, вот это же. Тогда, дорогой мой, не надо себя называть ученым. Да. Я почему в первую очередь это говорю? Ты спросила наследие Владислава. Если бы не наука, Владислав, всего этого не было бы. Он же объяснял. Я недавно то же самое сказал про Юрия Магомедовича Шанибова. Удивительнейший человек. И Владислав, ему пришлось это делать. А это добровольно делал, Шанибов добровольно делал. Его научные исследования он в борьбе за права народов использовал. Вот посмотреть, что он теорию написал, а потом как на практике пример. Вот так же с Владиславом. То, что он прекрасно знал историю нашу, сколько раз он говорил: Шалва Денисович, Георгий Алексеевич, там мои учителя, там и прочее, сколько раз. Они дали ему это. И поэтому, конечно, терять это ни в коем случае нельзя. Молодые ребята должны, есть, повторяю, талантливейшие ребята, которые могут это сделать. Надо делать. Их не хныкать. Да. Мы прошли гораздо худшие времена. Спасибо большое, Олег Алексеевич, за откровенный разговор. Спасибо вам.